Иванович, капитан первого ранга. Первая регата на шестивесельных ялах города Пушкина построена. Доложил руководитель гребно-парусного клуба «Адмирал» Ушаков Прилюдин Ильдар. Есть. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с первым выходом в море! Ура! 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 Данный праздник организован и реализован благодаря председателю Совета ветеранов, капитану первого ранга Клюеву Борису Федоровичу. Прошу поаплодировать. Инициатива и активнейшая поддержка руководителей клуба юных моряков, военно-патриотического клуба юных моряков, школа номер 15, Маренов Леонид Алексеевич. Что хочу сказать. Вот эта традиция, которую сегодня мы с вами открываем, как спуск корабля на воду, чтобы она стала у нас традицией. И поэтому к этому вопросу надо относиться действительно серьезно, потому что это и оздоровление организма, особенно у тех, у кого спины болят, поработайте веслами, и все пройдет сразу. А так я желаю вам, конечно, как и в спорте в любом, первое место, а самое главное, чтобы участвовать в этих мероприятиях. И первое, и второе, и все остальные, вы победители. То, что вы сегодня пришли сюда, это уже успех, это уже награда ваша. Сегодня здесь, в городе Пушкино, в Пушкинском округе, на реке Серебрянка, проходит дружественная встреча между командой девочек, ветеранов военно-морского флота СССР-Россия. Это историческое событие. Девочки клуба юных моряков впервые принимают участие дружественной встречи регата на Ял-6. Вот. Это очень хорошо, это очень полезно для здоровья. Вот. И я думаю, что в дальнейшем в нашем городе это будет развиваться, и все больше и больше детей, да и взрослых тоже будут осваивать этот вид спорта. То есть называется правильно оно морское многоборье. Такая регата на шлюпках, где встретились и ветераны военно-морского флота, клуб юных моряков «Архиповец», ну и остальные 4 команды, которые будут соревноваться за первые и вторые места. Это впервые, я еще раз повторяюсь, проходит на нашей территории. Ну, думаю, эту традицию мы будем продолжать каждый сезон, потому что и молодежи, и ветеранам особенно нравится быть в тонусе, спортивном тонусе, но и заниматься этим прекрасным видом, как гребля. Sabanı tuyğa hizmet beyramına aşıqalar yaşı qartıları Sabanı tuylar görlü saban tuylar jırlar deyə Güngelaşılar Bar biti fakir senin tuğan halkın Yal iterge hizmet tuyunda Sabanı tuylar görlü saban Приветствую вас с греблей на регате, 2022 год, город Пушкино. Рядом с Дворцом спорта сейчас проходили соревнования, передаю вам живые эмоции с гонки. Сказать честно, было непросто. Первый опыт, конечно, интересный. Сейчас мы на данном этапе немножко пришли с отставанием, но
Это всего случилось из того, что просто наш буек немножко был левее и, скорее всего, будет переигровка. Надеемся на победу и только вперед, штаб Татар Алга. Всем привет! Уже не один год участвуем за штаб Татар, участвуем в регате. Организации довольны, молодцы. Организаторам большое спасибо. Прекрасное соревнование. Сейчас прошли, первая борьба прошла. В принципе, результатом мы довольны. Надеемся, конечно же, победить, занять первое место. Время покажет. Судейство было объективно, оно стояло на берегу и видело все своими глазами. Как здесь может быть не объективным? Но сложно было соперника выиграть? Ну, я скажу так. У нас была слаженность, наверное, в действиях. Это нам помогло. Физические возможности, наверное, у всех равные. А вот здесь вот вопрос слаженности в действии экипажа. Под началом Ильдара Умяровича он нас пригласил как сослуживцев, как выпускников училища, заняться вот этим хорошим делом, которым мы начали заниматься в свои курсантские годы. Нам это понравилось, мы стали участвовать в выходные дни, проводить здесь на воде. Так проводим свой активный отдых вместе с семьями. Нам это нравится. Но эта гонка ежегодная, да? Это первый раз мы организовались так. Мы обычно проводили подобные гонки на Пироговском водохранилище. Попробовали первый раз, вот мы лично участвовали на Истринском водохранилище в июне месяце. Ну, надеемся, что будет это традиционно, ежегодно. Yarışırlar aylar, kolga başlarına minip bülek alamalaylar, bülek alamalaylar. Sabahın toyu, hizmet toyu, her kiminin şununa uyup, jırlı galebi gale, günler aşık gün buyu. Здравствуйте, мы находимся в Пушкино. Здесь проходит гонка регат. В первом этапе мы только что поучаствовали, к сожалению, мы проиграли, но, как говорится, самое главное – это не победа, а участие. Самое главное – это победа над собой. Вот. Для меня это огромный прорыв вообще участвовать в этом мероприятии. Мы только что сошли с лодки, проплыли свой маршрут. Конечно, очень крутые эмоции, азарт. Классно, что есть такая возможность посоревноваться, потренироваться. Девчонки, с которыми мы соревновались, вообще большие молодцы, так слаженно делали. Почувствовали командный дух, почувствовали, что мы все едины, в одном ритме делаем движение. Не хватало еще музыки, чтобы... В общем, очень классно, получили удовольствие. Так что всем советую, обязательно в следующем году участвуйте в гребле. Мы сейчас находимся на гонках регаты Сабантуй 2022. Мы с Замиром, меня зовут Загид, представляем команду Агидель. Вот, у нас только что прошла первая гонка. Куча эмоций, адреналин просто нас колышет. В общем, это было очень круто. Мы сражались до победного и обогнали наших соперников. У нас впереди еще одна гонка предстоит. Ну, мы, соответственно, хотя уже обрадованы победой, мы настроены серьезно. Потому что вторая гонка уже будет более серьезная, потому что мы немножко уже как бы подустали, но настроены на победу. А вообще сегодня замечательный день и прекрасная погода, место просто отличное. Последний раз, я помню, был в 2019 году, я была болельщицей, видела, как в Коломенском парке девочки гребли, я подумала, боже, это, наверное, так сложно, наверное, нужно такие мышцы, такие бицепсы. И вот спустя 2 года я попала на эту греблю. Оказалось, это не так сложно, главное потренироваться и
захотеть и чтобы был большой энтузиазм. Хайрлы кён, добрый день. Прошли сейчас соревнования, удалось выиграть. Вот. Спортивный интерес был. Вот. Было сложно, но было круто. Вот. Да, тоже присоединяюсь к словам Рената. Сейчас удалось принципиальных своих соперников опередить с большим отрывом, мы этому очень рады. Также хочу поблагодарить всю свою команду за слаженную работу, команду девушек наших из штаба Татар. Все выступили просто превосходно и дальнейших нам успехов. Спасибо.